С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, я очень рада приветствовать вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре сегодня 19 октября, понедельник, и сегодня отмечается замечательный праздник – Всероссийский день лицеиста. А еще 19 октября был открыт антибиотик стрептоцин, который в свое время очень помог для больных туберкулезом. Но не только антибиотик сегодня отмечает свой день рождения, но и физик-ядерщик Эрнест Резерфорд, Вероника Кастро из любимого мексиканского сериала «Богатые тоже плачут». А любители бокса наверняка знают, что 19 октября родился Эвандер Холлифилд. Возможно, у кого-то из вас сегодня также день рождения. Сообщайте нам об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы обязательно поздравим вас на всю республику. Ну а теперь по традиции давайте обратимся к синоптикам. Какую погоду они обещают нам сегодня? Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня днем в 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах составила минус 8, минус 11. Днем ожидается минус 5, минус 6. В Заречье утром было минус 6, минус 9. А днем там воздух прогреется до 4-5 градусов. Со знаком минус, конечно же. На юге утром было очень холодно. Минус 15, минус 24. А днем ожидается теплее, минус 4 градуса. В Вилюйских группах улусах минус 9, минус 15 – это утренняя температура, а дневная плюс 1, минус 6. В Нижнеленских улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 6, минус 9, днем ожидается минус 5, минус 6. На западе утренняя температура минус 6, минус 11, а днем ожидается плюс 1, минус 4. В Колымо-Индигирских улусах минус 2, минус 11, днем ожидается минус 2, минус 7. В Вианских улусах минус 6, минус 7 – это утренняя температура, а дневная минус 5, минус 6. На северо-западе минус 1, минус 21 – это утренняя температура, а дневная минус 2, минус 11. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 10 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3,8 метров в секунду, и днем ожидается минус 5, минус 7 градусов. А между тем, победителем фотоконкурса «Страна в объективе» в рамках всероссийской переписи населения по итогам голосования стал житель Якутии. На фотоконкурс, проходивший с 30 июня по 14 октября, поступило более 2500 фотографий от жителей 71 региона России. По итогам народного голосования определились победители в 3 номинациях: «Покажи страну Випину», «Храним традиции» и «Семейный альбом». А обладателем главного приза 50 тысяч рублей стал участник с ником Мичиэне из нашей республики. За лучшие работы жители России голосовали на сайте переписи «Страна2020.ру» и в соцсетях. Окончательные итоги подвели члены жюри. Фотоконкурс это был народный, и делать снимки можно было на любую камеру, даже на простой смартфон. Необычные часы можно увидеть в аэропорту Амстердама. Они установлены под самым потолком здания. И кажется, что внутри них сидит человек. Что за трудолюбивый бедняга, без устали рисующий, стирающий стрелки, заперт в механизме? Всех очевидцев волнует этот вопрос. Но, конечно, это всего лишь замкнутый по кругу видеоролик, который выглядит пугающе реалистично. Впрочем, чтобы записать его, дизайнеру Мартин Цибасу пришлось действительно сделать видео с полным циклом хода часовой и минутной стрелок по циферблату. Еще одним удивительным фактом нам показалось удивительное выздоровление маленькой енотихи. Она родилась в прошлом году в Иркутском зоосаду. Малышку назвали Мартой, она родилась вполне здоровой. Но через несколько недель сотрудники зоосада начали замечать, что животное стремительно теряет зрение. Марта натыкалась на окружающие предметы, а вскоре перестала видеть окончательно. Местные ветеринары
Обратились за помощью к специалистам из Москвы, и заняться зрением животного согласилась в клинике микрохирургия глаза. Хирург Мария Шантурова до этого случая, кстати, оперировала медведицу с катарактой. Удивительные и прекрасные новости. Если у вас есть чем нам поделиться, смело пишите нам об этом на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. А между тем, до Нового года, вы, наверное, уже посчитали, осталось 77 дней. Многие с нетерпением ждут окончания этого сложного периода. А, как вы знаете, следующий 21 год пройдет под символом белого металлического быка, трудолюбивого и очень уверенного в себе. Ну а о том, что ждет нас в следующем году, конечно, мы же будем говорить намного позже, в декабре. А сейчас давайте узнаем у астрологов, что ожидает нас сегодня, 19 октября, понедельник. Гороскоп в программе «Новый день». Овен, постарайтесь подстроиться под обстоятельства. При желании спонтанный досуг может оказаться максимально ярким и интересным. Телец. Тельцам в этот день следует проявить повышенную настойчивость в личных делах. Не бойтесь громко озвучить свои мечты, планы и цели. Близнецы. Вы можете взять на себя смелость признаться в любви человеку, за которым бегают толпы поклонников или поклонниц. Еще в этот день не приветствуется игра на тотализаторе и изнурительный спорт. Рак. Раки 19 октября вряд ли найдут время для занятий собой. Скорее всего, придется увязнуть в рутинных делах и в устранении каких-то мелких проблем. Лев. Особое внимание уделите делам, связанных с заботой о стариках или о детях. У одиночек вечером этого дня предвидится много романтики. Девы. Девам 19 октября будет не лишним освободить себя от бытовой суеты и от любого рода переживаний. Весы. День отлично подходит для дружеских встреч, для проведения генеральной уборки и для поиска единомышленников. Тем, кто почувствует недомогание, следует перейти в постельный режим. Скорпион. Многие скорпионы 19 октября будут наслаждаться собой и результатами своих прошлых усилий. Предвидится получение положительного ответа на какой-то важный вопрос. Стрелец. Не рекомендуется тратить этот день на споры, на попытки раскрыть чью-то ложь, на пустую переписку в социальных сетях или на рассказы о том, что произошло в жизни общих знакомых. Козерог. Проведите понедельник именно так, как хочется вам. В приоритете любое занятие, дарующее спокойствие, позитив и гармонию. Водолей. Можно собрать домашний совет с целью обсудить дальнейшее будущее, планы на Новый год или маршрут какой-то поездки. Нежелательно давать деньги в долг, а также конфликтовать с незнакомцами. Рыбы. Рыбам сегодня стоит прислушаться к мнению друзей или старших членов семьи. Скорее всего, придется срочно обдумать какой-то вопрос, предопределяющий дальнейшее будущее. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер всегда для вас открыт. 8 914 279 2262. И у нас есть сообщение от абонента с последними цифрами 7105. Пишут: доброе утро, НВК. Поздравляем сестру Антонову Надежду Тимофеевну с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и хорошего. И подпись: родные из села Чаран Хангаласского улуса. Мы присоединяемся к этому поздравлению. Замечательно отмечать свой день рождения в этот хороший погожий день. Ну а сейчас реклама, не переключайтесь, встретимся через несколько мгновений. В торговом доме Сербике супер грандиозные скидки только в июле. Только для вас. Торговый дом Сербике. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара.
Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса – якутская компания. С июля прошлого года в нашей стране был введен налог для самозанятых граждан. Это специальный налоговый режим, который был придуман, с одной стороны, чтобы облегчить жизнь тем, кто и так исправно платит налоги, а с другой – вывести на свет тех, кто предпочитает не делиться своими заработками с государством. Но более подробно об этом нам сегодня расскажет Валентина Яковлева, главный государственный инспектор отдела работы с налогоплательщиками Управления налоговой службы нашей республики. Доброе утро, Валентина. Доброе утро. Валентина, доброе утро. Мы вас не слышим. Я хочу напомнить, что сейчас на связи с нами вышла главный государственный инспектор отдела работы с налогоплательщиками Управления налоговой службы Якутии. Сейчас наши техники наладят связь, ну а мы пока продолжим. В период пандемии все мы активно закупаемся масками, антисептиками, и между тем компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Вся продукция российского производства и имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный, рассчитан на 50-60 квадратных метров, безопасен, закрытого типа. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека. Этот картридж можно носить как бейдж, и срок его действия с момента вскрытия 30 дней. Есть детские и взрослые. Подходят для организаций, магазинов, школ и так далее. Ну и, конечно, маски медицинские в упаковках по 10-50 штук. И антисептики для рук объемом 20 миллилитров. Очень удобно брать с собой. Но сейчас мы вновь хотим связаться с главным инспектором налоговой службы Якутии Валентиной Яковлевой. Валентина, доброе утро. Валентина, вас просят включить микрофон. Может быть, вы его по ошибке отключили. Посмотрите, пожалуйста. Ладно, тогда с Валентиной мы попытаемся связаться еще через несколько мгновений, ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Многие считают работу на удаленке, а в некоторых мечтой, а в некоторых случаях это еще единственный выход. Так, в связи со сложившейся ситуацией, многие компании массово перевели всех сотрудников на удаленную работу. Настроиться на рабочий лад в домашних условиях непросто. Нужно будет обустроить рабочее место. Как лучше это сделать? Делимся советами. Многих такие перемены застали врасплох, ведь не у всех в квартире предусмотрено отдельное место для работы. В таком случае идеальным временным решением будет откидная полка-трансформер на стене. В открытом виде ее можно использовать как письменный или компьютерный стол, а в сложенном это отличная подставка для растений и книг. Если вы умеете концентрироваться в любой обстановке, можно обустроить рабочее место прямо на диване. Главное продумать, как избавиться от проводов, которые вносят совершенно ненужный хаос. Спрятать провода можно за подушки у спинки дивана, а можно пойти дальше и просверлить отверстия для проводов у основания дивана. Вот еще пара советов. Избавьтесь от лишних бумаг. В эпоху цифровых технологий даже органайзер и записная книжка становятся лишней детали на рабочем столе. И не забывайте о мотивации. Тут острые приемы, тут любые приемы будут полезны. Например, можно просто наклеить наклейку с призывом «Вперед!»
Думаем, даже этого будет достаточно, чтобы подстегивать свою трудовую дисциплину. Ну а как организовали свое рабочее место наши коллеги? Об этом они нам расскажут. В частности, корреспондент телеканала Юрий Осипов. Давайте посмотрим, как он организовал свое место рабочее. Никуда не выходя. В общем, мы сделали все, чтобы работа была не только удобной, но и комфортной. Здесь я подбираю все необходимые новости, из чего собираю рубрику. Потом я отправляю все собранное режиссеру, и уже он приводит ее в окончательный вид, в котором рубрика попадает к телезрителю. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем наш эфир. На календаре сегодня 19 октября, понедельник. И в Якутске пока продолжают работать спортивные объекты. Это стадион Туймада, бассейны Самородок и Челбон, спортивные комплексы Мадун, Дахсун, тренажерный зал Ледового дворца Элей Ботур. Как они будут работать дальше и будут ли вообще, об этом нам расскажет министр по физической культуре и спорту нашей республики Иннокентий Григорьев. Доброе утро, Иннокентий Юрьевич. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как будут работать спортивные объекты в это непростое время? Ну да, конечно, пандемия очень сильно ударила по нашей отрасли. Мы, наверное, являемся одним из пострадавших отраслей по стране. Но объект у нас работает с ограничением 50%. Это тренажерные залы. Игровые залы пока не работают. Ну, надеемся, что к ноябрю ситуация улучшится. И мы, наверное, больше распахнем дверей или больше людей будем запускать. Но сейчас по цифровым пропускам люди могут посетить наши тренажерные залы, которые вы назвали. Бассейны, да? Ну, бассейны пока еще не работают. Еще не работает, значит, я неправильно Работают только сказала. пока тренажерные залы и фитнес-залы. А вот как часто проводят санитарную обработку? Санитарные обработки проводят 2 раза в неделю, по понедельникам и по воскресеньям. Ну, давайте отвлечемся от этой грустной темы. Сейчас по всей стране идет активное продвижение ГТО, и недавно Якутия получила огромную очередную партию спортивно-технологического оборудования для центров тестирования ГТО. Сколько муниципальных районов сегодня снабжены им? Так, ну это часть национального проекта «Демография». У нас работает региональный проект «Спорт. Нормы жизни», и по ней у нас идет очень большая работа по доведению до нормативного состояния спортивных объектов и учреждений спортивной подготовки. Что касается ГТО, то у нас идет с прошлого года обеспечение муниципальных районов инвентарем, оборудованием для испытаний ГТО. В прошлом году мы обеспечили 14 муниципальных районов, в этом году 8. А так у нас вообще всего по республике 36 центров тестирования ГТО в 34 муниципальных районах. А о каком оборудовании вообще идет речь? Оборудование идет, это уличные тренажеры, которые можно поставить как в зале, так и на улице, в стадионах, спортивных площадках, где можно проводить испытания ГТО. Люди могут приходить сами самостоятельно заниматься. Готовиться, примерно, да? Примерно это включает где-то 28-29 наименований. Это кардиотренажеры, тренажеры для подтягиваний, тренажеры для испытаний, сдачи испытаний по прыжкам, длину и так далее. Ну вот именно то, чтобы человек сам самостоятельно приходил, занимался и подготавливал себя к сдаче испытаний норматива ГТО. Одним из приоритетных направлений федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – это строительство. А какие спортивные объекты будут введены до конца этого года? Ну, надо сказать, что в целом по проекту, национального проекта «Спорт. Нормы жизни» мы получаем около 1 700 000 рублей на этот проект. Практически 1,5 миллиарда нам дает федеральное министерство, это федеральные деньги. Идет строительство больших объектов. По этому проекту мы будем строить 6 объектов. 2 объекта мы уже в прошлом году сдали. Это в Жатае, наверное, вы все в курсе. Плавательный бассейн сдали. В Юрбинском районе селения Антоновка сдали универсальный спортивный зал. В этом году мы планируем сдать 2 спортивных объекта. Это в Бердигасях и многофункциональный спортивный зал. И в Нижнем Бесяхе, очень хороший универсальный спортивный комплекс с бассейном. 6 спортивных залов. Там, я думаю, это такая новинка для нашей республики. Для сельской местности большой такой спортивный объект с бассейном. Ну и 2 объекта мы планируем еще в 2022 году в Усолданском районе для проведения 8 спортивных игр.
Вот сейчас наши телезрители спрашивают по WhatsApp, да, когда откроются бассейны. Ну, от нас это не Ну зависит. да, мы-то планировали в октябре открыться, бассейны все тоже подготовили их, водоподготовку сделали, были готовы. Сейчас там проходит только тренировка спортивных групп. Мгм. Ну и до 2024 года мы знаем, охват систематически занимающийся физической культурой и спортом в нашей республике должен дойти до отметки 55%. Насколько мы близки к показателю? Это по всей стране, скажем, такая задача стоит. Но я скажу, еще более глобальную задачу поставил Владимир Владимирович Путин в июле месяце. К 2030 году мы должны достигнуть цифры 70%. О, Это очень такая глобальная цифра. Но сама цель проекта «Спорт нормы жизни» и региональных и национальных проектов – это вот как раз доведение до 55% систематически заниматься к 2024 году. Поэтому мы строим спортивные залы, обеспечиваем утверждение инвентарем, оборудованием. И поэтому вот вся работа ведется в этом направлении. У нас сегодня показатель 2019 года 41,6%. мы близки к цифре, да? Ну, надо понимать, что это сложная задача. Да? Это практически каждый второй, даже больше, должен заниматься физкультурой и спортом систематически. Но сегодня мы понимаем, что не все, которые занимаются люди, мы их охватываем, поэтому мы пытаемся сейчас, разрабатываем проект «Волонтер долголетия». Это для того, чтобы люди, которые самостоятельно занимаются, особенно в сельской местности, были под руководством какого-то Тренера, да? тренера, руководителя, который был грамотным, правильно подсказывал. А то нередко бывают люди, которые вот хотят резко Заниматься и не оздоровиться, знают, и да, травмируются. усердствуют, ну, получают там большую нагрузку, а даже дозированно получают нагрузку. Поэтому вот этот проект, наверное, мы начиная с 2021 года внедрим. Но проект сам заключается в том, чтобы привлечь к этому наших коллег, скажем, пенсионеров, которые работали учителями физкультуры, были тренерами, сейчас на заслуженном отдыхе. Вот они как раз могут заняться этим. Что ж, огромное спасибо за позитивные новости. В понедельник с утра я желаю вам удачи, хорошего настроения. Вам Приходите тоже к нам удачного еще. дня. Друзья, сейчас у нас короткая рекламная пауза. Не переключайтесь. Увидимся через несколько мгновений. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. В
нашей стране был введен налог для самозанятых граждан. Это специальный налоговый режим, который был придуман, чтобы с одной стороны облегчить жизнь тем, кто и так исправно платит налоги, а с другой вывести на свет тех, кто предпочитает не делиться своими заработками. Но более подробно сегодня об этом нам расскажет Валентина Яковлева, главный государственный инспектор отдела работы с налогоплательщиками Управления налоговой службы в нашей республике. Доброе утро, Валентина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вас очень плохо слышно? Да. Расскажите, пожалуйста, что такое налог на профессиональный доход и кому он подходит? Налог на профессиональный доход, он введен в нашей республике с 1 июля этого года. Называем мы его по-простому налог для самозанятых, так как предназначен он для всех физических лиц и для индивидуальных предпринимателей, которые будут оказывать услуги населению, то есть предоставлять и продавать собственное производство и оказывать услуги. А кто не вправе применять специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход? Как и все режимы, НПД тоже имеет свои ограничения. Это в первую очередь не должны иметь наемных работников. Потом есть ограничения в сумме дохода, то есть доход за год не должен превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. Также НПД не могут применять те, которые будут заниматься перепродажей товаров и имущественных прав, также те, кто будет реализировать подакцизные товары и товары с обязательной маркировкой. А как стать налогоплательщиком НПД и как вообще платить налог этот? Подавать заявление и стоять в очередях не надо. Этот налог плательщиком НПД можно стать, как говорится, зарегистрироваться самостоятельно. То есть имеется мобильное приложение «Мой налог» называется. Его можно скачать на любой смартфон и зарегистрироваться самостоятельно. Это приложение, то есть очень хорошее приложение, через которое можно прямо работать очень удобно, так как если вы зарегистрируетесь в этом приложении, покупать кассовый аппарат не нужно будет. Это приложение само все посчитает. Можно будет распечатывать чек с этого приложения. Также в приложении весь налог будет рассчитан, как говорится, автоматически. Надо плательщику только ежемесячно вводить свои доходы. А какие ставки предусмотрены по НПД? НПД имеет ряд преимуществ, и одно из них, конечно, ставка налога. Применяться будет ставка 4% при расчете с физическими лицами и ставка 6% при расчете с юридическими лицами. Может ли индивидуальный предприниматель стать самозанятым и как это сделать? НПД, к сожалению, не разрешается совмещать с другими режимами, но при этом можно в любой момент перейти на этот режим. То есть предприниматель, если он применяет упрощенную систему или патентную систему, он имеет право выбрать НПД и перейти. Но при этом в течение месяца он должен подать уведомление, что выходит из своего режима и начинает применять НПД. Также я напоминаю, что с января этого года отменяется единый налог на вмененный доход. То есть те, кто не имеет наемных работников, уже можете прямо сейчас выбрать эту систему и перейти на него. Получается, Валентина, что даже госслужащий не может стать самозанятым. Я права? Да. Или нет? Нет, налог на профессиональный доход могут
платить также государственные и муниципальные служащие, но только в части аренды жилого имущества. То есть, если госслужащий ранее по доходам своим по истечению года подавал декларацию 3 НДФЛ и платил 13% дохода, то если он зарегистрируется в качестве НПД, то будет платить с аренды своего жилого помещения налог 4% или 6%. Что ж, огромное спасибо, Валентина, за полезную информацию. В понедельник с утра я желаю вам удачи сегодня и хорошего настроения. А я напоминаю, что сейчас на связи у нас была Валентина Яковлева, главный инспектор налоговой службы в нашей республике. Ну а мы продолжаем наш эфир в эти дни. Сегодня на календаре 19 октября, и в эти дни, как вы знаете, отмечалась весьма актуальная дата – Всемирный день мытья рук. И мы вместе с врачами напоминаем, что один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – это частое мытье рук. Однако любители дезинфицирующих средств могут озадачиться. А как же антисептики? Мы решили разобраться, что к чему. Антисептики, к счастью, еще можно найти в продаже. Однако обладатель пузырька спиртового дезинфектора вскоре начинает выть волком. Спирт высокой концентрации, а против вирусов доказано работает только он, катастрофически иссушает кожу рук. До шелушения, до микротрещин. Мыть ладони становится больно даже простой водой. Тогда пересушенная кожа сама по себе становится не защитным барьером, а входными воротами для инфекций. Как быть? Ведь хочется не только защититься от коронавируса, но и хотя бы в относительном порядке сохранить кожу рук. Мы решили разобраться, чем и как следует обрабатывать руки, чтобы снизить риск заражения ковидом. Обычное мыло, независимо от ингредиентов, предназначено для отделения грязи, жира и всего остального, что находится на коже. Мыло не убивает коронавирус. Пузырьки его пены, наряду с энергичной очисткой всех частей рук и пальцев, отрывают вирусы с вашей кожи, чтобы их можно было смыть в канализацию. Из этого следует: энергичная чистка и ополаскивание – это жизненно важные шаги в ритуале. Чтобы не халтурить, рекомендуется намыливать руки и одновременно дважды пропеть популярную день-рожденческую песню «Happy Birthday». Это как раз занимает положенные 20 секунд. Happy birthday to you, happy birthday to you. Но если вы поете так, что домочадцы не обрадуются, можно вместо этого считать от 1 тысячи до 20 тысяч, естественно, тысячами. 1 тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч. А считать просто от 1 до 20 не работает, слишком быстро закончите мыть руки. И запомните, что не имеет значения, какую воду вы используете, горячую или холодную. Дезинфицирующие средства для рук работают по-другому. Они как бы взрывают внешнюю оболочку вирусов. Главное при этом использовать дезинфицирующие средства, содержащие не менее 60% спирта. Это минимальный порог, при котором они погибают гарантированно. И помните, что дезинфицирующее средство для рук полезно в крайнем случае, если тщательное мытье рук с мылом сейчас вам недоступно. И только не позволяйте антисептику сделать вас слишком самоуверенным в том, что вы полностью защищены от болезни. Как известно, в мае этого года было запущено приложение «Облачная поликлиника», которое дает возможность дистанционно консультироваться с врачом, минимизируя личные контакты врача и пациента. Как работает это приложение сейчас, об этом нам расскажет главный специалист Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Любовь Амосова. Доброе утро, Любовь. Доброе утро. Давайте напомним нашим телезрителям, в чем заключается главная функция этого приложения.
Мгм. А вот одним из главных функций, да, этого приложения, вот как вы сказали, является получение человеком дистанционной, то есть телемедицинской консультации у врача. Да. Сейчас к сервису «Облачная поликлиника» подключены 39 медицинских организаций, зарегистрировано 647 врачей, и количество проведенных консультаций уже более 10 тысяч стало. Количество людей, скачавших наше приложение, более 14 тысяч. Мобильное приложение «Облачная поликлиника» было разработано Ермиац по заказу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Любовь, например, вот я скачаю это приложение, что я могу сделать при помощи него? Мгм. А вот первое, да, пользователь может записаться к врачу на получение телемедицинской консультации. По закону о телемедицине установление диагноза пациента осуществляется только при очном осмотре, да, в самой поликлинике. Поэтому консультации через облачную поликлинику, через это приложение выполняется только при повторном осмотре, либо хроническим пациентам уже с ранее выявленным диагнозом. Да. Через это приложение необходимо выбрать медицинское учреждение, к которому вы прикреплены, выбрать специалиста, дату и время для консультации. Телемедицинская консультация может пройти в формате вот видеосвязи, да, вот как это, либо в формате чата с врачом. То есть в чате можно прикреплять любые документы и обмениваться электронными файлами с врачом. Также бывает такое, что врач нам говорит сдать анализы и потом подойти забрать результаты. Да? Сейчас результаты анализов можно получать тоже в этом приложении во вкладке «Медицинская карта». Тут объясню сразу, что на данный момент этим сервисом пользуются пока не все медучреждения, поэтому насчет получения вот результатов анализов лучше всего уточниться в регистратуре медучреждения. Также пользователь может закрыть или продлить свой больничный лист. Угу. То есть, опять-таки, само оформление больничного листа, оно происходит в самой больнице. Но для его закрытия или продления уже не обязательно подходить в больницу. Достаточно оформить это в приложении, и информация об этом уже будет доступна электронно. Также очень нужный момент: пользователь может получить льготный рецепт на лекарства в приложении. То есть, если пациенту врачом прописаны льготные лекарства, да, он может их получить прямо сразу в аптеке, тоже не подойдя в больницу, да, тоже не получая талоны для этого. Также контактным лицам Роспотребнадзор ранее выдавал предписание, да, в бумажном формате, посещая дома, да, людей. А сейчас контактное лицо получает СМС-сообщение на телефоне о том, что его предписание доступно в приложении «Облачная поликлиника». Человек тоже вот скачивает, получает предписание в электронном виде у себя в телефоне, и согласно документу он уже обязан потом соблюдать режим самоизоляции дома. Любовь, скажите, как защищает приложение персональные данные? Могут ли быть утечки? Такое возможно или нет? Вот соблюдением требований российского законодательства от несанкционированного доступа, да, облачная поликлиника защищена авторизацией ЕСЯ. То есть это технологии единой системы идентификации и авторизации. Все медицинские сведения пациента, они надежно защищены в Центре обработки данных Министерства здравоохранения Якутии. Вы как аналитик наверняка можете уже дать оценку, какие доработки необходимы этому приложению. Сейчас в дальнейшем в планах работы над приложением у нас стоят задачи по оформлению, да, самого больничного листа через приложение, также вызов врача на дом, либо вызов скорой помощи на дом, и регистрация в приложении через Face ID, да, вот с помощью современных смартфонов, либо отпечатков пальцев и также многое другое. Что ж, огромное спасибо вам за интересную и полезную информацию. Любовь, я желаю вам удачи и хорошего настроения. А я, между тем, напоминаю, что только что на связи у нас была главный специалист
главный специалист Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Любовь Амосова. Только что мы говорили о приложении «Облачная поликлиника». Скачивайте это приложение, пользуйтесь, это действительно очень удобно. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Жизненный путь творческих людей всегда интересен и полон любопытных моментов. Героиня нашего следующего сюжета – ученый по профессии, по призванию муза пера. Кто же это? Давайте знакомиться. Чашечка кофе для Жанны Кокто, совсем тоненькая, маленькая, она вышла в 1992 году. С тех пор у меня был достаточно большой перерыв, я занималась работой, там я тоже много пишу на работе. А потом я решила вернуться к писательству. Доктор социологических наук, профессор Головного университета Республики Ирина Подойницына. Многочисленные монографии, научные работы, написанные за многолетнюю работу, занимают целый книжный стеллаж. Но все это не идет ни в какое сравнение, по признанию самой Ирины Ивановны, с удовольствием от написания художественных книг. Вот у меня вышла книга «Путешествие от себя к себе» в радиусе от центра Вселенной. Центр Вселенной – это как бы твой дом. Вот это вот для меня центр Вселенной, место, где я нахожусь, где мне хорошо и удобно. От этого дома, от центра, радиусами, линиями расходятся какие-то маршруты. И смысл в том, что не обязательно ехать далеко, не обязательно ехать за границу. Можно вот в этом радиусе что-то найти. Страницы, где переплетаются правда и художественный вымысел, где между строк можно прочитать и личный жизненный путь, реальные переживания автора. Каждый писатель, наверное, проходит через то, что пытается написать что-то о любви. Ну, любовь как движущая сила Вселенной, как гармония, как поиски себя. Но я тоже написала своеобразно. Поскольку я ученый, социолог, то я решила любовь классифицировать, дифференцировать, разложить все по полочкам. Это возможно? Возможно, у меня получилось. Любовь как призвание, любовь как карма, любовь как эксперимент. Главный человек в жизни нашей героини – это ее отец, легендарный директор Русского театра Иван Подойницын, о котором она вспоминает с особым теплом и нежностью. Память о нем до сих пор живет в каждом уголке ее дома. На его директорском кресле я сижу и пишу. На нем он просидел 22 года, и мне вот удобно на нем писать. И в этой первой главе есть повесть, ретро-повесть. Я как бы сама придумала этот жанр, это ностальгия по советской России. Повесть называется «Лучшие годы» или «Маленькая повесть о больших советских людях». Это повесть о моем отце и о его друзьях, о людях советской эпохи, которые внесли большой вклад в развитие республики, каждый на своем рабочем месте. Творить, любить, жить, дышать полной грудью – все это о ней, о писателе, ученом, творце, прекрасной женщине, матери, дочери Ирине Ивановне Подойницыной. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес – улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ Total Body. Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Victory Clinic. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов через портал электронных
информационное ЖКХ, через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Доброе утро, друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 19 октября, понедельник. И сегодня отмечаются любопытные даты. Так, например, День письма написания письма в будущее, День новых друзей, День супа из морепродуктов и даже День раздавленных пузырей. Словом, поводов для отличного настроения у нас сегодня уйма. Тем более этому способствует и еще одна замечательная новость из зоопарка Арто-Дайду, в частности, от наших белых медведей Колымана и Алмаза. Опекун всех белых медведей в зоопарках России – это нефтяная компания «Роснефть», которая в очередной раз отправляет подарки для всех своих подопечных. В этот раз игрушки изготовлены в виде шаров разных диаметров, собранных в среду обитания. Собранных в цепочке. Новые предметы для медведей – это способ обогатить среду обитания, ведь они стимулируют их к новым действиям, предметным манипуляциям, развивают моторику молодых животных. Колымана, как щепетильная мама, проверила сначала все игрушки сама, потом уже разрешила подойти сыну. Игрушки из очень плотного материала достойно выдержали первые удары, и думаем, что они будут радовать медведей всю зиму. Напомним, что белые медведи зимой в спячку не впадают, в отличие от своих бурых собратьев, которые уже готовятся к зимнему сну. Медвежонок Алмаз останется зимовать с мамой в зоопарке Арто-Дайду, и решение о его перемещении в другой регион все еще не принято. Интересно, очень интересно, встречал ли на своем пути белых медведей наш следующий герой. Я рада представить вам замечательного гостя Игоря Ермакова, Эркина, член Российского географического общества, член Федерации альпинизма и скалолазания и видеоблогера. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, недавно вот вы в составе арктической экспедиции отправились на Новосибирские острова. Расскажите, что за экспедиция такая была, кто выступил организатором? Ну, экспедиция, на самом деле, для меня это было большим сюрпризом вообще, что вообще меня позвали в эту экспедицию. Организовал ее Находки Николай Александрович. Это вообще тоже уникальный человек. Насколько я вот понял, когда познакомился с ним, здесь в Якутии его многие знают. Он биолог, вообще как бы по образованию, и дальше он много работал в этом направлении. И очень много в его жизни было экспедиций, в принципе, еще, наверное, со студенчества. Он ходил даже в кругосветные экспедиции. И вот он узнал о таком острове, остров Бенетта, находится в Арктике. Это вот Новосибирские острова, самый северный остров. Его уникальность в том, что он открыт был сухопутным путем, можно сказать сухопутным, то есть его барон Эдуард, еще Делонг, американец Делонг, их судно сковало льдами, они там дрейфовали в Северном Ледовитом океане, пошли пешком к земле и случайно наткнулись на этот остров Бенетта. Таким образом он был открыт, в принципе, американцами. Но геополитически он принадлежит России, в частности, Якутии, Булунский улус, по-моему, да? Да, он принадлежит России. Как раз это один из элементов нашей экспедиции, то, что некоторый такой элемент защиты интересов государственных, потому что он, хоть мы его он принадлежит России, но при этом некоторые американцы считают, что он и американский, потому что американцы его открыли. А по сути это же просто каменный остров, там, да, скальный. И вот цель экспедиции была, в том числе, вот Николай Александрович вообще узнал об уникальности этого острова, об уникальности Арктики, в принципе, для России, да. То есть эта экспедиция была приурочена к 30-летию МЧС и к 120-летию русской полярной экспедиции. Там барон Эдуард Толь в 1900 году ходил туда, и там, к сожалению, пропала экспедиция. Потом Колчак их искал, спасательную операцию. И мы, по сути, прошли по следам Колчака. То есть это вот, прям вот след в след мы шли, да, туда. И, экспедиция была по гранту РГО. То есть Николай Александрович подал на заявку на грант в РГО. Да, за год, наверное, до этой экспедиции, я точно не могу сказать, это лучше у него уточнить, я всех таких нюансов не знаю. И вот, в связи с эпидемией это все затянулось. Он уже думал, что не одобрит, потому что в коронавирус
коронавирус, ну, помешал многим процессам. И тут в мае, в конце мая сообщают, что вот экспедиция одобрена, то есть получен грант РГО, и то есть под флагами РГО мы вот пошли, по сути, ну, не только РГО, он является еще, он службу спасения возглавлял 10 лет, почти 10 лет, и он является председателем Россоюзспаса Якутии, да, и, соответственно, команда состояла из спасателей, то есть были только... Сколько человек вообще было? У нас было 7 человек, да, то есть Николай Александрович, как бывший руководитель службы спасения, он вообще опытный профессионал. Потом 4 ребят-спасателей, там Батыр, Тит, Валера и Серафим. Они, ребята, я так понял, что спецназ спасателей, как нам говорили их коллеги. Как вы вообще попали в эту компанию? Ну, а я как вы уже сказали, что видеооператор, да, я, в принципе, всем этим стал здесь, в Якутии. Для меня Якутия вообще жизнь по-другому открыла. То есть и снимать видео я начал здесь, и блог я здесь открыл, и вступил в Федерацию альпинизма, потом в РГО вот стал, вот это все вот у меня стало расширяться, и меня позвали как с оператора. То есть, в принципе, оператора и как человека, способного делать фильм. То есть сейчас нам в рамках эфира сложно рассказать, да, за эти короткое время А подробно. сколько длилось ваше путешествие? И на чем вы передвигались? Я вот вижу по видео на судне каком-то, да? Да, это катамаран, вот как раз наш капитан Нюргун, это его катамаран, уникальное судно для Якутии. И, в принципе, Николай Александрович говорит, что это вообще нужно продвигать дальше, потому что это судно позволило бы вообще осваивать малые реки и расширить географию Якутии. Потому что катамаран, 13-метровый катамаран, 2 баллона, в каждом по 4 секции, то есть, по сути, если там какие-то из них там продырявятся, лопнут, то все равно катамаран будет идти. Конечно, морем он был не испытан, но подобная экспедиция на Тримаране была в 2003 году. Волынкин ходил, и, соответственно, мы с ним тоже консультировались. Но в итоге я знаю, что вы до Беннета же не дошли, вы дошли до К сожалению, другого, да. Вот я начал рассказывать, что мы получили поздно за одобрение грантов в конце мая, а по сути к таким экспедициям Волынкин год готовился, а у Николая Александровича было всего 2 месяца на подготовку. Это катастрофически мало времени, и даже уже думали не идти, потому что мы должны были выйти в начале июля, чтобы там такая акватория, что она освобождается от льдов, и буквально там 2 недели стоит более-менее погода, а потом начинается шторма и приходит зима в Арктике, да, и, соответственно, нужно было вот в это окошко попасть и выйти в начале июля, а мы смогли выйти только в конце, 29 июля мы вышли, и, соответственно, нам либо не идти, либо, потому что заявки, к сожалению, грант не переносится на следующий год, и нам нужно было идти в любом случае. То есть у нас еще была цель построить на этом острове балаган спасательный, да, который мог бы служить в дальнейшем для ученых, для исследовательских целей. То есть это, мы везли 500 килограмм груза на этом катамаране, а это тоже... Строительный груз, Строительный груз, строительный материал для этого балагана, и мы должны были там построить. Ребята были строители с нами, вот спасатели. А в итоге-то построили вы? Нет, вот мы дошли до Большого Ляховского. Мы дошли до Большого Ляховского, 500 километров прошли по морю, радостные, что мы идем по морю, потому что мы не знали, как он себя поведет после реки. Дошли до метеостанции, Кигелях находится там на этом Большом Ляховском. Там буквально чайку попили, и сразу дальше у нас был запал идти. Но как только вышли из-за тени острова, ветра, волна, нам сломало рули тут же. Ребята еле-еле развернулись. Мы, к сожалению, были в каюте. Я когда с камеры выскочил снимать, уже мы плыли обратно. Я снял только интервью ребят, они рассказали об этом происшествии, что там волна поднялась очень сильная. Страшно и было. мы не ожидали, что она могла снести нашу каюту. У нас все было так. Поэтому мы в итоге там ждали неделю на Большом Ляховском. Груз выгрузили и ушли. Пока груз там. Какие впечатления оставил для вас вот Большой Ляховский? Я смотрела видео, довольно-таки много мусора, да? Ну, впечатления такие, да. Вот мусор, конечно, немножко их портит. Так-то впечатления были просто восторга. В принципе, Арктика — это что-то уникальное, другой мир. Я вот снимал с квадрокоптера, когда смотришь эти кадры, думаешь, что на другой планете находишься. Вот люди даже вот так вот обратную связь получал, что действительно там даже когда вот с Земли смотришь, ты все настолько уникально. Но вот так как эти вот с советских времен вот эти метеостанции, потом в 90-е годы это все было заброшено, я так понимаю, что это не вывозились, и бочки только копились. А в любом случае кто-то заводит, потому что все на топливе, там генератор стоит, и станция только на нем работает, электричество вырабатывает генератор. Соответственно, я знаю, что была программа по очистке Арктики, она и сейчас есть, почему-то вот до конца она вот еще... И вот Николай Александрович тоже вот это увидел все, ему это прям сердце щемило, и он сейчас об этом думает, как бы это все дальше, какие-то процессы запустить, чтобы вот этой очисткой заняться. Насчет процессов, планируете ли вы дойти все-таки до Беннета? Конечно, мы хотим на следующий год, это нужно
пройти все согласования, и еще раз, ну, то есть, я не знаю этих всех нюансов, но, конечно, мы не просто так оставили весь материал на острове, мы хотим на следующий год вернуться, уже выйти вовремя, быстренько дойти на пустых катамаранах, может быть, на 2 уже до острова, потому что на одном идти тяжело, он шел 7 километров в час, вот этот груженный, 650 примерно килограмм у нас суммарно, с бензином, с нами, со всеми, с вещами. Так бы разделить, мы бы более быстро шли, и, потому что там же нужно быстренько переходами, пока штормов нету, перескакивать. И хотим в следующем году дойти, забрать груз, дойти до Бенета, построить все, что надо, и выполнить свою миссию. Да, и, Игорь, у нас осталось совсем буквально мало времени. Все-таки вопрос хочу задать, да? Вы почему себя называете питерским якутом? Ну, потому что я с Питера переехал, да, и переехал в Якутию, а якутился, можно сказать так, потому что я полюбил Якутию сразу же, мне тут до сих пор как бы все нравится от зимы, в удовольствие. Эркин — это псевдоним, который я взял, вот захотел якутское имя. Что оно означает для вас? Ну, очень сильное имя оказалось. Я когда выбирал, там оно нашел просто в интернете обозначение «честно». Я просто искал имена и переводы. Оказывается, в якутском такого нету. Там это ограда, стена, что-то такое, 4 основы как бы здания, вот насколько я помню этот термин. А это тюркское имя, и оно очень сильное. Вольный, свободный, защитник. То есть там разные мне тюркоязычные народы писали. И вот... Что ж, огромное спасибо, Игорь, за то, что приняли участие в нашей утренней программе, Спасибо. Поделились такой потрясающей новостью. Я думаю, что не в первый и не в последний раз в нашей студии. Замечательный. Первый, но, надеюсь, не последний. Не последний, да. Друзья, только что был Эркин, Игорь Ермаков. Наверняка в Ютубе вы его видели. Питерский якут. На этом я с вами прощаюсь. Сейчас реклама, а после встречайте моих коллег Гею и Джилуса. В темноте меня манит твой голос, словно это во сне. Твои формы сводят с ума меня, я снова в твоей глубине. Ты в моих объятиях, мы сходим с ума, туда взрыв. Волной твои локоны смеешься, пускаешь ты кольца дыма. Твои глаза бездонны, ты смотришь на меня так сонно. Ночами мы не спим, мы летаем в облаках, во мне любви к тебе тонна. Я помню каждое мгновение, первый день, не забыть мне нет. Ты мое вдохновение, ты моя судьба, буду уже знаю я тебя много лет. Свет погаси, зажги свечу, росли пески, стряхни с постели. Тебя касаться я так хочу, дни напролет, часы и недели. Обжигаться, любить, сколько в мире цветов, но прекрасней всех ты моя королева, каждый день я готов исполнять все твои сокровенные мечты. Каждый день я хочу снова образ твой лицезреть. Я на крыльях лечу лишь тебе одной бы успеть. Свой мир ты меня позвала, столько нежности, ласки дала. Ты одна на свете нужна, всю нашу любовь до дна. Ты моя судьба, и это знаю я. Если тебя нету, плачут небеса. Вся моя душа открыта для тебя. Это наша ночь, открой мне себя. Ты моя судьба, и это знаю я. Если тебя нету, плачут небеса. Вся моя душа открыта для тебя. Это наша ночь, открой мне себя. Буду счастьем считать, дарять целый мир тебе ежечасно. Небо знать, что не зря, что люблю тебя не напрасно. Ты как вино, пытался допить тебя я до дна, но я не смог. Минимум слов, здесь так светло. Закрой все окна, чтоб было темно. Я каплю себя, дай мне нежность и бурный поток. Ты создана для меня, дай мне воздуха, свежий глоток. Позволь мне тобой любоваться, страстный пламень тебя изливай. Вокруг нас слава, ты моя трава, я буду поцелуями тебя покрывать. Свет погаси, зажги свечу, росли пески, стряхни с постели. Тебя касаться я так хочу, дни напролет, часы и недели. Обжигаться, любить, сколько в мире цветов, но прекрасней всех ты моя королева, каждый день я готов исполнять все твои сокровенные мечты. Каждый день я хочу снова образ твой лицезреть. Я на крыльях лечу лишь тебе одной бы успеть. Свой мир ты меня позвала, столько нежности, ласки дала. Ты одна на свете нужна, всю нашу любовь до дна. Ты моя судьба, и это знаю я. Если тебя нету, плачут небеса. Вся моя душа открыта для тебя.
для себя.